Здравствуйте, уважаемые коллеги, здравствуйте, участники вебинара. Сегодня мы начинаем с вами заседание Республиканского методического объединения учителей химии. Меня зовут Поля Наталья Олеговна, я учитель химии гимназии Пушкина. И повестка нашего сегодняшнего дня это о федеральном и региональном перечнях мероприятий для одаренных детей и о подготовке к олимпиадам и конкурсам по химии из опыта работы. Если говорить о федеральном перечне, то следует указать, что федеральный перечень обозначается ежегодно, и перечень олимпиад и конкурсов по 3 направлениям наука, искусство и спорт опубликован на сайте Министерства просвещения Российской Федерации. Следует отметить, что федеральные перечни обозначаются примерно к сентябрю месяцу, и в нем указывают те олимпиады и те уровни, которые имеют эти олимпиады. Для чего? Чаще всего это делается и для вузов, и для абитуриентов, чтобы ребята могли участвовать в данных мероприятиях и имели льготы при поступлении. Сразу скажу, что олимпиады федерального перечня – это всегда бесплатные олимпиады, но, собственно, как и олимпиады перечня регионального. Что можно сказать про региональный перечень? Региональный перечень у нас опубликован в октябре этого года, 2019. Он находится на сайте Министерства образования Республики Коми, находится в правой колоночке. Если вы посмотрите, так и называется региональные олимпиады. Если говорить про региональный перечень, то в него вошли 4 олимпиады по химии. Это Республиканская олимпиада по химии, которая произойдет в феврале 2020 года, Лукойл проводит, она проходит в Ухте, поэтому туда приглашают, как правило, ребят. В прошлом году это приглашение было разослано и сыктывкарским ребятам, не знаю, как у вас, республика, получили ли вы эти приглашения. Дальше в региональный перечень вошел межрегиональный химический турнир, который состоится у нас 10 ноября на базе физико-математического лицея. Еще вошла олимпиада лесного института, СЛИ, мы ежегодно участвуем, по крайней мере, Сыктывкар. Она проходит в марте на каникулах. И еще вошла олимпиада «Покори университет». Это олимпиада Сыктывкарского государственного университета. Мы приглашаем вас принять участие как в олимпиадах регионального перечня, так и федерального. Я еще остановлюсь более подробно на федеральном, но это будет позже. Если говорить о перечнях, которые проводятся по химии, по олимпиадам из перечней, то я хочу сказать, о них я узнала в большей своей степени, обучаясь в образовательном центре «Сириус» в городе Сочи в прошлом году. Я прошла конкурсный отбор и прошла обучение по программе подготовки, переподготовки педагогических и управленческих кадров для системы выявления и поддержки одаренных детей. Во время обучения по данной программе необходимо было защитить выпускную аттестационную работу. И для себя я определила, что хотелось бы разработать программу подготовки к олимпиадам высокого уровня. И моим научным руководителем был обозначен Еремин Вадим Владимирович. Данную работу, мою программу, я защитила в ноябре месяце 2018 года и получила диплом о переподготовке, о повышении квалификации и диплом прохождения данной программы. Что хочется сказать про свою программу, как я ее разрабатывала, ключевые идеи и понятия. Конечно, для того, чтобы реализовать программу и почему она мне нужно было актуализировать свою проблему, и следует отметить, что результативность моей работы была, но только на муниципальном уровне, и мне хотелось улучшить свои результаты, и с этой целью я задалась вопросом, что необходимо сделать. Для этого мне помогли, конечно же, ресурсы и интернета, и ресурсы обучения в Сириусе, и некоторые другие. Что для себя поставила в основу? Это правильную целевую установку для детей, правильную мотивацию,
правильное распределение времени и правильное распределение ролей в интеллектуальной команде. Что значит команда? Вы понимаете, что ребенок может быть, конечно, такой, который мотивирован, одарен и желает изучать ваш предмет. Может быть, один, два, но их, как правило, немного. Конечно, хочется собрать команду. Часто бывает так, что в команду попадают высоко мотивированные, но не всегда получается добиться высоких успехов, и тем не менее они команда. В таком случае команда выстрелила, скажем так, и получилось у меня в прошлом году при апробации данной программы, об этом скажу чуть позже. Какие понятия я для себя ввела в эту программу? Это высокомотивированный обучающийся, одаренный ребенок, высокорейтинговое интеллектуальное состязание, к которым относятся Олимпиады федерального перечня, интеллектуальная команда, технология тьюторства или наставничества. Здесь идет речь о том, что можно приглашать или своих же учащихся, либо научных сотрудников, либо других каких-то представителей из нашей области и из науки, и индивидуальная образовательная траектория. Конечно, программу я попыталась разработать для различных классов и по часам, но вы сами понимаете, что каждый ребенок – это индивидуальность, и порой программа отклоняется и по часам, и по направлению, и поэтому, конечно, нужно корректировать некоторые моменты. Реализацию программы, на мой взгляд, ну и то, как я предполагала, это происходит для высокомотивированных и одаренных обучающихся с 7 по 11 класс. Кто ее может реализовывать? Это школьные учителя. Этапы реализации программы делятся на два. Этап пропедевтический, это 7, 8 и основной, 9, 11. Конечно, выявить в 7 классе это больше интерес и мотивация учащихся, и поддерживать этот интерес, ну и затем уже углубление и расширение тех знаний, тех программных и внепрограммных материалов, которые планируются. Что происходило и как программу я составляла? Для разработки мероприятий мною был разработан календарный план участия в состязаниях. Данный план включал в себя, в моей программе, 16 интеллектуальных состязаний регионального российского уровня по химии. Мной изучены, как разработчиком программы, архивы заданий этих интеллектуальных состязаний и выявлены, я для себя поставила задачу выявить затруднения, которые могут возникнуть при решении тех или иных задач, и выявила содержание заданий для того, чтобы составить свой тематический план программы. В основе плана я для себя взяла 9 значимых интеллектуальных состязаний, выявила темы для углубленного изучения химии, составила тематический план, включила 7 тематических разделов и распределила часы для реализации данного плана. Я уже сказала, что это 5 лет обучения, и если говорить, что 7-8 класс это, как правило, 1 час, конечно, если есть такая возможность, и это внеурочная деятельность, и ваша занятость позволяет 2 часа, то, пожалуйста, это может быть и 2 часа в неделю. Вот так примерно выглядит, я взяла скриншоты своего тематического плана программы и календарно-тематического плана. Значит, что здесь я показала? Например, разделы, которые можно начать изучать в 7 классе, например, в 7, да, и взяла календарно-тематический план 10 класса, где представила тему занятий, когда это можно проводить и к чему можно подготовиться, проходя данные темы. О чем я? То есть я включила уже в календарный план, собственно, состязания федерального перечня. Это, например, турнир Ломоносова, который проходил в прошлом году на базе гимназии Пушкина в городе Сыктывкаре. Также я знаю, что площадкой является Печора. В этом году также Печора была площадкой, и город Сыктывкар был представлен на базе физико-математического лицея. Состоялся турнир Ломоносова 29 сентября, воскресенье. Как обычно, это последнее воскресенье сентября.
Далее идут олимпиады школьников из ПБГУ, которая вот сейчас уже стартовала, и с середины октября идет отборочный этап, ну и так далее. То есть я попыталась внести в календарный план ту работу, которая планируется с ребятами, и к какому мероприятию, возможно, происходит подготовка. Форма проведения занятий итогового контроля. Ну, занятия, конечно, проводятся, как правило, как семинары, практические занятия, решение задач, мастер-классы. Мастер-классы – это если приглашать ведущих преподавателей и победителей призеров прошлых лет. О чем я сейчас говорю, это практика Сириуса. Образовательный центр Сириус всегда приглашает победителей, как они говорят, всеростников, межнаровцев, то есть учеников, своих же учеников, которые были победителями, и они учат, как они решают те или иные задачи. Также ведущие преподаватели, это преподаватели МГУ, преподают в образовательном центре Сириус, ну и у нас также это возможно просить педагогов из университета, из нашего университета, Сыктывкарского государственного университета. Но по формам проведения это еще индивидуальные консультации, разработка проектов, выполнение индивидуальных заданий. По форме итогового контроля, как правило, каждый класс или каждый итог заканчивается олимпиадой. И если 7-8 класс это, как правило, теоретические аспекты, то если реализовывать программу в полной ее мере, то, по идее, нужно еще выполнять, конечно, практический тур или экспериментальный, который заявлен во Всероссийской олимпиаде школьников на региональном и заключительном этапах. Ожидаемые результаты реализации программы. Личностная это готовность и способность к саморазвитию, самообразованию, сформированность целостного мировоззрения, готовность и способность вести диалог с другими людьми. Метапредметные это регулятивные, познавательные, коммуникативные ОУД. К предметным это, конечно же, углубление, это не только химия неорганическая и органическая, которая обозначена в школьном курсе, но это и часть аналитической химии, часть физической. Все в зависимости от потребностей индивидуального развития каждого ребенка. Как итог реализации программы ожидается повышение результатов участия учащихся в состязаниях, ну и, как я уже сказала, создание интеллектуальной команды. Профильная образовательная программа, она является эффективным механизмом для организации работы учителя по выявлению, сопровождению и развитию данной категории детей. Ну и программа может позволить вести работу с одаренными детьми по химии не только для меня, я надеюсь, еще для каких-то педагогов. Она может помочь у нас в школах в Республике Коми. Как я уже сказала, апробацию своей программы я начала еще в прошлом году, как я ее и защитила в ноябре прошлого года, так и попыталась ее реализовать. Во-первых, моя программа была рассмотрена Республиканским экспертным советом и получила статус авторской программы. Далее я включила элементы своей программы в организацию внеурочной деятельности. Как я уже сказала, и я была инициатором проведения турнира имени Ломоносова на базе нашей гимназии. Понятно, что мы ежегодно проводим школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. И моя была задача – это постоянное участие в региональном этапе межрегионального химического турнира и выезд на заключительный этап, в котором, собственно, и понадобилась мне моя интеллектуальная команда из учащихся 9 и 10 классов. Команда учащихся гимназии Пушкина получила второе место на региональном этапе, и у меня собралась такая команда девчонок, которая решила и захотела принять участие в заключительном этапе. По положению МХТ в заключительном этапе могут участвовать не только победители региональных этапов, но и те, кто представит одну из решенных задач более детально, скажем так, и более подробно. Капитан команды решил, что мы можем представить такую задачу, мы представили ее, и мы прошли в заключительный этап
съездили на заключительный этап МХТ и заняли, на мой взгляд, почетное 20 место из 37 российских команд. Также мы получили диплом за волю к победе, потому что было действительно сложно. Мы соревновались с такими сильными учащимися, которые позже, как представил потом МХТ, это все победители, которые были тогда в феврале в Екатеринбурге. Все победители МХТ – это участники, победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. И нам было приятно с ними состязаться и попытать свои силы. Ну, если говорить более подробно про МХТ, этот турнир проходит в Сыктывкаре уже 3 года. Турнир построен по принципу игры в дебаты. Это докладчик, оппонент, рецензент. И команда представляет решение открытых задач, которые выставляются в сентябре ежегодно. Их, как правило, 8. Когда поедешь на заключительный этап, этих задач становится 16. А участников все так же 6. И поэтому, конечно, ответственность за решение задач на каждого ребенка ложится гораздо больше. Ознакомиться с данной программой, которую разработала я, можно на сайте Сириуса, образовательного центра Сириус. Но единственное, что, по-моему, когда заходишь, нужно заходить через личный кабинет. Не знаю, получится ли у вас по первой ссылке пройти. А вот вторая ссылка – это Росметодкабинет, и там опубликована моя программа, по которой вы можете пройти по этой ссылке и скачать, посмотреть более детально, если вас заинтересовало. В каких федеральных мероприятиях я предлагаю принять участие? Я уже проговорила турнир Ломоносова, Всероссийская олимпиада школьников у нас идет, вы знаете, школьный этап прошел, сейчас пришли проходные баллы на муниципальный этап, 30 ноября у нас муниципальный этап. Про МХТ я тоже уже вам сказала. Также есть олимпиада «Достойное внимания», это Ломоносов, Всесибирская олимпиада, «Юные таланты». На «Юные таланты» уже 20 октября закончилась регистрация. Вот если говорить о тех, которые еще идут и на них все открыто, и регистрации, где вы можете принять участие, это Олимпиада школьников СПбГУ, открытая Олимпиада МФТИ, Московская Олимпиада еще только будет с 21 декабря по 21 января отборочный этап, Олимпиада Казанского федерального университета и Олимпиада Высшая проба. Хотелось бы остановиться более подробно на 3 последних олимпиадах, почему именно на них. Ну, начнем с того, что Олимпиада Казанского федерального университета отборочный этап стартует 1 ноября. Что такое отборочный этап? Это интернет-тур, то есть ребята регистрируются на сайте данной олимпиады, и с 1 ноября до 1 декабря проходит интернет-тур у себя дома. То есть это достаточно удобно, никуда выезжать не надо. Единственное, конечно, нужно почитать внимательно положение, имеются ограничения по времени. Я говорю сейчас в общем о любом отборочном туре. Ну и потом, если ребята проходят победители или призеры, они выезжают на заключительный этап. Однако следует отметить, про Казанский федеральный университет имеется предварительная договоренность между региональным центром развития одаренных, региональным центром выявления и поддержки одаренных детей Республики Коми и Казанским федеральным университетом. А сотрудник федерального университета приедет к нам для проведения заключительного этапа. А значит, наши ребята могут действительно пройти эту олимпиаду и попасть на заключительный этап. И ехать далеко не надо, достаточно приехать в Сыктывкар на базу регионального центра. Точно такой же договоренности достигнуто между Московской олимпиадой школьников по химии. То есть, если будет и наши ребята пройдут интернет-тур, то заключительный этап будет проходить на базе регионального центра. И ровно такая же договоренность с Олимпиадой Высшая проба. Высшая проба стартовала, и регистрация идет до 6 ноября на отборочный этап, на отборочный тур. То есть ребята еще могут попасть, и также приедет представитель для проведения заключительного этапа.
Вот что я хотела сказать о перечневых мероприятиях по химии у нас, которые планируются, заключительные этапы у нас в Республике Коми. Контактные данные. Вот сегодня не смогла подойти Оксана Валерьевна Витязева по причине заболевания. И это наши контактные данные. Если нужно, пишите. Если у вас есть возникли вопросы или предложения, пожалуйста, можете сейчас в чате, если у вас есть возможность, и можете написать на почту или позвонить по номерам телефона. Следующее заседание РМО планируется провести 11 декабря 2019 года, и тематика, по которой хотелось бы провести его, это методические рекомендации для учителей при подготовке государственной итоговой аттестации, то есть к ЕГЭ и ОГЭ. Очень хотелось бы пригласить председателей этих комиссий, это Каневу Светлану Ивановну и Быховцову Светлану Ильиничну. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, пожалуйста. У нас есть коллеги с нами в аудитории. Пожалуйста, коллеги, если у вас есть вопросы. В чате нет вопросов? Хорошо. Да, спасибо за внимание. Приглашаю вас 11 декабря. Всего доброго. До свидания.